Чечня обетованная собрала сегодня не только ценителей высокого искусства. Посмотреть работу выдающегося белорусского художника приехали его новые друзья из Высокогорья. Это те люди, которые дали ему возможность увидеть и почувствовать всю красоту горного пейзажа. Свои картины Дмитрий Шапо рисует по индивидуальной методике. Разложив на полу свои холсты, акрил просто выливается на них. Далее постепенно начинают вырисовываться определенные пейзажи. Ты как бы наливаешь краску. И она течет, меняется, движется. И вот это движение, эту эмоцию краски надо сохранить. И внести туда содержание. И поэтому я их делаю на полу. И делаю ее несколькими этапами. То есть как бы набегаю на них, делаю первый слой, потом второй слой. Потом чувствую, что начинаю портить. Она высыхается, я ставлю ее лицом к стенке, пусть стоит. А те, которые еще притягивают, тоже нельзя переработать. Они еще лежат. Ну а потом опять становятся к стенке лицом. Потом я опять их раскладываю, они друг с другом разговаривают. Около 40 картин представил Шапо на суд зрителей. Чтобы подготовить экспонаты на эту выставку, ему понадобилось 2 недели провести в горах и 4 месяца на то, чтобы перенести увиденное на холст. Все работы художника – это его память. Пришел, увидел, нарисовал. Некоторые объекты старины он оживил в прямом и переносном смыслах. Мельница в горах, бездействующая уже много лет, стала перемалывать зерно. Адам, который меня водил к водопаду, который 200 метров высотой, и он говорит: это мельница моего деда и прадеда. Я ее восстановлю. Ситуация аналогичная, как и у нас. И я поэтому первую работу из этого всего, что я написал как толчок эмоциональный: мельница моего деда. Ну вот я ее восстановил. Я ее сделал целой. Она мелит зерно. Работает. География творческих поездок художника впечатляет. На холсты он перенес природу почти всех территорий бывшего Советского Союза. Приглашение в наш регион проходит в рамках проекта «Искривичи в Войнахе». Инициаторами выступили телерадиокомпания «Грозный» совместно с Министерствами культуры 2 республик и Министерством по внешним связям, национальной политики, печати и информации. Он через свою чистую душу, через свою искренность и восхищение нашей природой нам по новой открыл глаза на нашу же красоту, на наши же ценности, которые мы порой не замечаем, живя в этой республике. Это наша главная ценность, это наше прошлое, это наша история, это то, что мы должны пропагандировать, развивать и на основе чего должны воспитывать молодежь. Это один из главных героев картин Зилаудин Элаев – охотник. Он встречается почти везде. Именно Зилаудин провел Шапо по всем неизвестным тропам в своем селении Дай. После этого мастер кисти перенес свои впечатления на холст. Это точно переданы те места, которые там есть действительно. Они очень похожи. Даже удивительно, я так смотрю на них. Почему? Ну, четко, как будто фотографировал. Награда не заставила себя ждать. За вклад в культуру Чеченской Республики Дмитрию Шапо вручили медаль. Художник отблагодарил друзей, коллег своими работами. Причем подарок министру культуры будет выбирать сам. Чечня обетованная для мастера стала основой для того, чтобы подготовить новую выставку в Грозном. Лиана Эдемирова, Магомед Сулейманов, Джамалай Хаджалиев. Новости.